Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Сегодня снова мы поговорим о насущных наших делах. Благо, про всегда есть о чем поговорить в нашем очень быстро развивающем, прогрессивном мире. Событий происходит так много, что мы даже иногда не успеваем за ними следить. И многие вещи проходят мимо нас, и потом, когда эта проблема возникает, мы очень удивляемся, как это так. Это кажется нам, что это все равно просто так возникло. Это несправедливо. Знаете, если искать справедливость в нашем мире, и раньше она как-то котировалась, честь котировалась, достоинство котировалось. И были свои вот очень неписанные правила. Хотя это и государственными законами защищалось, но были и неписанные правила, неписанные законы, где каждый человек знал свое место, знал свое место в обществе. Если те какие-то были династии писателей, артистов. Это не просто так было с улицы, чей-то постель слег, и ты наутро проснулась звездой. Но бывали такие моменты, но в основном все было как бы расписано до нас. И вот Э, не знаю, ложь, наши социальные сети нас совсем отупило. Многие, честное слово, тупые. Вот ни разу книжку в руке они держали. Это не нужно читать книжки, нужно читать, чтобы немножко себя, не знаю, обогатить умом. Просто так, щелкая, вот это пролистывая, вот этот коротенькие ролики, видосики в социальных сетях, ты же не можешь быть, не знаю, умным, не знаю, грамотным, культурным человеком. Там что там только нет. После таких просмотров человек наоборот отупевает под конец. И вот живет в этом выдуманном виртуальном мире, все кажется так легко, так просто. Поэтому сейчас в наше время люди очень просто разбрасываются словами. Слово честь это вообще понятие растяжимое для некоторых. Достоинство то же самое. И вот бывает очень легко кого-то задеть, э, кого-то оскорбить. Иногда вот это столько событий перед нашими глазами, что мы не успеваем иногда за ними прослеживать. И потом кажется, что какая-то, если возникает какая-то проблема, нам кажется, что она возникла на ровном месте. А как это? Это же вчера же не было. Просто мы от того, что наша жизнь так быстро идет, и поэтому мы не успеваем следить за всем. И чеченцы вот проснулись после 2018 года в страшном сне. Им в голову не приходило, что вот самыми их лютыми врагами окажутся их кровные братья. Вот история пишется по-разному, но вот наша история чеченцев и ингушей – это одна история, одни корни, одни даты, одна религия, одни все. Поэтому нас далеко назвали в войнах и в далеком советских временах, и кого-то это сейчас оскорбляет, слово оскорбляет почему-то. И это сложно, конечно, сложно докопаться до истины, но она, знаете, если мы не были бы людьми, если мы не могли бы, знаете, наш ум, наше образование нам позволяет некоторые вещи рассуждать и доносить до людей, что вот что есть, что не было. У нас нет никаких претензий к этим ингушам.
да, им кажется, что-то они справедливо, знаете, несправедливости в наше время очень много. Вот когда чеченцы во главе имамом Шамилем 20 лет вели, 19 чем-то, ну там, можно сказать, грубо, если округлить, 20 лет вели эту войну, и за свою честь, за свою свободу, за свое достоинство. И вот когда эта война закончилась, конечно, победой царской России, имперской России, потому что и у них были возможности побольше, были все вот это на их стороне, и много было предателей и с другой стороны. И вот победа, когда они победа взяли, отдали чеченские земли, просто выгнали оттуда чеченцев всех, и Орсхойд, это же то же самое чеченцы, это же Токум чеченский. И вот их выгнали на этой земле, посадили вот этих миролюбивых ингушей. Да, ингуши об этом не хотят говорить, потому что они же приобрели, ничего они делали. Вот это интересно, русские банки умирали почему-то на этой Кавказской войне, защищая честь своей, как бы мнимой честь своей страны, там, империи, там, эти горцы, эти дикари, как посмели что-то нам сказать. Они умирали, а выгоды получатели, мирные ингуши, которые в этих горах находились, и никаких экшенов не было у них в сторону этих русские умирали, а потом выгоду получили товарищи ингуши. Вот это очень интересное у них. Вот это я бы тоже, кто хочет войны, скажите мне, поднимите руки. Вот кто бы хотел бы, чтобы была у них война? Никто не хочет. Все хотят быть миролюбивыми, мирными людьми, людьми, тружениками. Вот заботиться о своих семьях, о своей... Вот, у всех людей насущный человек, это насущные проблемы. И вот кто, это же сама жизнь заставляет людей вступить в защиту своего достоинства, выступать в защиту своей чести. И вот потом удивляюсь, потом, а почему не у нас, в нашей республике, маленькая, самая маленькая регион, не потому что мы спали, когда другие защищались. А, нет, это другие у нас отняли. Это соседи, осетины неплохие, чеченцы. Вот у нас они отняли, поэтому мы такие маленькие. Нет, вы паники, потому что вы, когда исторические промежутки за свою свободу, ничего, но там и ничего и не было. Там Азранские степи, там не было, за что вы же жили в Дарьяльском ущелье, и очень сложно, конечно, каких-то побед. Но у нас, у чеченцев было что защищать. И мы защищали, правильно сделали, поэтому эти наши 25 районов только в чеченском городе Грозном, только 5 районов, это масштаб всей Ингушетии. 5 районов только в столице, в городе Грозном. И знаете, это не свалилось чеченцам с неба, это они просто свои земли защищали, и вот у них вот это осталось. А у вас ваша печальная история написана не в 2018 году, когда Кадыров и Евкуров подписали договор между братством и соседством. Нет, это ваши прадеды написали сперва в 1770 году первый договор сделал, а потом в 1810 году его немножко подправили, обязались вот, воевать против этих чеченцев, которые как бы ваши братья. И это оттуда, это, знаете, история, она не имеет сослагательного наклонения. Или она есть, или она нет. Вот так вот, с самого первого минуты неправильную дорогу встали. Просто это, можете нашими простыми словами ТикТока, просто так сказать, это вы на путь предательства. Предательство всего Кавказа, можно сказать. Вот вы стали на это предательство. Вы просто вот решили вот так
миролюбиво, вот так, и получать выгоду. Вот, представляете, там люди умирают, там отдают все эти дома, их сжигают, их насильно увозят в плен, их вот, стирают с лица земли, а вы мирно сидите на этой земле и наблюдаете, ждете, пока вот они истекают кровью, а потом выгоду будете получать вы. У вас, товарищи ингуши, вашей истории нет. Вот скажите, где она? Вы расскажете нам историю, которой никогда не было. Она не так бывает. Вы вот знаете, какая-то строка в какой-то книжке, это тоже непонятно. Это чеченцы, это слово ингуш, это понятие растяжимое. Это очень понятие растяжимое, поэтому я иногда удивляюсь вами, вашей неграмотностью, вашими инсинуациями, кого хотите обмануть, кого хотите обдурить. Если мы были бы такими идиотами, скорее всего, мы давно бы, 500 лет эта Россия пытается нас захватить, никак не может. И как вы думаете, если у нас не было ни корней, если у нас не было бы языка, своего стержня, вот это же не просто так я не знаю, появляется это реизм, это передается поколение поколение. Это вот так, понимаете? У меня нет к вам претензий, что вы миролюбивые люди, это миролюбивые. Представляете, там идет драка, парни друг друга бьют морды, друг друга защищаются, а нет, я ни при чем, я миролюбивый. Это как смотрится? Это подлость, предательство, трусость. Знаете, трусость. Вот просто простыми словами, это трусость. Если мы эти книжечки, они читали бы, если мы, вы знаете, если мир же очень прост. Да, с одной стороны, очень многогранен, очень сложен, а с другой стороны, очень просто. Там очень просто, где черное, где белое, где цветное, и вы на черное указываете, что это белое, на белое указываете, что это черное. Знаете, вам хорошо, что мы от вас не зависим. Вы не можете, вот это, да, вы у себя, в своем урдоме, что хотите, то и говорите, но не надо указывать нам, вот как нам жить, кого выбирать, что мы, вот это. И вот вы продались Путину. Вот это мне очень нравится, ваша вот, провокация, когда нечем крит, вот приходит и говорит, вы же продались Путину, а вы то, что вы продались 300 лет, уже вам негде метку ставить, это ничего, а то, что просто война же, вот, мы не продались. Посмотрите на свой Магаз, на свою Ингушетию, посмотрите на нашу Чечню, которая была 95% разрушена этим русским. Восстановили? Сколько они сделаны? И еще будут делать. Посмотрите на вас, которые всю свою жизнь на коленях стояли. Что у вас, что у нас. Это, знаете, это они продали. Просто мы заставили нас уважать. Это уважение, понимаете? Да. Вам можно бегать, это Москву, кувыркать в этих постелях, а почему мы, чеченцы, когда нам выгодно, не можем это делать? Вот тоже, знаете, только для себя. Все вам можно, это хорошо, это правильно, а то, что другие делают, это нехорошо, это предательство, это они на коленах. И вот очень простое, вот эти детские ваши игры, честно, я не знаю, как это описать. Конечно, классики это уже описали. Остап Бендер, Батон, 12 стулья. Вот, или золотой теленок тоже можно взять. Фрагмент оттуда. Да, они знали, Остап Бендер знал 408 способов обмануть приличных людей. Но вы их переплюнули, конечно. Вы их переплюнули. Вы эти лавры, этих врунов,
постоянно гать, это как? Это правильно? Это приветствуется? Это норма по-вашему? Вот это я хотел бы знать, конечно. Да, э, вот это интересно. Давайте на этом остановимся. Покажите хоть одну правду. Вот что вы в этой, по вашей телевидению, везде. Вы знаете, какая-то вот это, и вот идет, это как будто бы, я не знаю, вот кто-то должен сказать, правильно, прилично, не сказать, как это страшно, когда в обществе нет ни одного приличного человека. Вот как это? Как это? Я видел многое, но вот такое, даже в Советском Союзе были люди, которые, знаешь, чем им грозит все это, выступали и сажали. Многие хорошие, порядочные люди в ссылках. И вот и это, даже это Достоевский в каторгах он и стал великим русским писателем. А у вас это очень просто. Вот. Нужно лгать, а потом мы выплюнем. Это как? Это Рон Хаббард это написал в 69 году, вот в своем вот знаменитом вот эту шкалу, он определил шкалу эмоциональных тонов, вот там скрытая враждебность. Вот это ваш тон, скрытая враждебность, вы чеченцев не любите, их ненавидите, вы это не можете сказать открыто, потому что ответка прилетит. А так, конечно, можно гадить по мелочам, постоянно их провоцировать и ответные действия. Потом кто-то что-то скажет, да, мы не готовились, мы не обучены КГБ, как вы все обучены, их ваша школа вся оттуда, что про как говорить, правильно говорить, вот у вас хорошо шприкаете. У нас просто, мы простые люди, возмущаемся. Да, даже мы не блогеры, мы же это просто высказываем вам свою ненависть, вашей лжи, вашего лицемерия. И вот это, да, это не всегда очень грамотно, не всегда некоторые слова, как у меня, окончания некоторые неправильные, но они выпадают, потому что я же не практиковал эту речь. У меня не было возможности вот практиковаться, я живу за границей, и так получилось, что я очень много иностранных слов у меня. И вот когда я хочу что-то русское сказать, то чеченское высказывать, то украинское высказывать, то иностранная речь, и очень сложно, конечно, когда ты погружен в атмосферу, вот ты всегда, вот это одно, когда ты живешь за пределами, и вот мне кажется, моя речь немножко сносная, я не утверждаю, что я супер, 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 но то, что я могу, то и делаю. Я искренен в своих чувствах, искренен в своих помыслах. Я не преследую никаких фальшивых целей, как некоторые. Я просто вам говорю, что есть. Я хочу идеального мира, но, к сожалению, оно не будет. В нашем мире оно не котируется, честь не котируется, достоинство тоже самое. Какие-то выскочки, какие-то непонятно откуда выскальзывают. Кто громко кричит, вот ему хлопают аплодисменты. Мы не бегаем с этими аплодисментами, и нам не нужна эта слава. Не болеем звездной болезнью, как некоторые. Но знаете, я просто сижу у себя и размышляю, как это странно. Как много странностей связано с вами, ушами. Как это выглядит некрасиво, как это мелочно, мелкие какие-то интересные. Вот я даже чеченец так думаю, вы представляете, как думают о вас вот эти соседи ваши. Это осетины, даже это грузины, это кабардинцы, это балкарцы, черкесы. Вот кричат, как они, понятно, аварцы, вы их названные братья, сводные братья у аварцев. Вы Чечня, это чеченцев вы оставили, это не ваши братья, вот эти сводные ваши братья, это грузины и аварцы, сводные ваши братья.
Без чеченцев вы никому не нужны, скорее всего. Это из-за того, что они же тоже чеченцы, поэтому с вами вот так, все сказать, давно бы вас захватили бы, давно вас бы оккупировали. Вы были бы в рабстве, если нас рядом не было бы. Вот это я точно знаю. Ваши миролюбивость, это же они Швейцарии где-то там, где вот этот австрийский, германский, вот этот княжеские дома, вот это все защищало вот это Швейцария. Потому что вот они мирные люди, швейцарцы, говорят на итальянском, французском, немецких языках, и их защищала Франция, Германия, Италия. Нет, там был интерес вот этих германских монархических домов, вот даже один австрийский ЛРД, вот все это дороги, которые поезда, которые в горах ходят, вот это австрийский ЛРД туда вложил эти деньги, и вот это вот так. И это потому что вот так великие люди решили сделать из этого уголка Алп великую страну, нейтральную. И вас, конечно, тоже великие Россия пытается делать народом миролюбивым, но знаете, историю мы же России знаем, они не всегда искренны в своих помыслах, не всегда искренны в своих вот это, чтобы навредить чеченцам, чтобы их, вот вас, вы-то знали, вас используют. Вы знаете, что вас используют против чеченцев, вы добровольно, самое интересное, добровольно подписались под это. Вы свою честь, давно я вам, как вам говорил, продали это на Зранин, рынке, совесть в супермаркетах нельзя купить. Я бы вам, честно, пожертвовал бы пару тысяч евро, купил бы вам. И хотя бы 1000 человек это раздал бы САУ. Но нет, базовых ценностей не продаются, к сожалению. Они приобретаются с человеком, и после вот какой человек выбирает путь, вот по эти пути он идет. Вот вы неправильно, вас взяли этот, как он не взяли, а вот выбрали эту дорожку, тем более, и вот это понятно, это все вот эта история, мы просто говорим об этом, потому что мы не были свидетелями тех событий, мы там не жили, мы не можем знать, как это было, но примерно мы можем представить, потому что и тогда, как и сейчас, были порядочные люди, историки, географы, все они нам обрисовали, рассказали о своих трудах, но, знаете, у нас нет претензий к этой истории, у нас претензий к вам, потому что вы так громко кричите, так рвете на себя эти волосы и утверждаете нам, что вы были самым великим народом, и вы, чеченцы, там были, как бы сказать, вы от нас пришли, наш язык этот материнский, но это ваши вот эти историки, вот это все, вот эти этнографы рассказывают сказочки. И вот это, поэтому, знаете, вы были, вы жили бы в своем этом Ингушетии, этом 3 километрах, это 3 поселках, нам дела до вас не было бы, мы сейчас, они сидели и ничего не говорили про вас. Но вы же специально же это делаете, и хотите вот это сказать, что чеченцы нет, это не народ. Вот вы народ, который непонятно откуда, с 3 поселков, непонятно. Ваши, просто посмотрите на свои фамилии. Вам это не даже по телевидению Ингушетии, вот, когда какие-то выступают историки, этнографы, какие-то старушки, вот это на фамилии смотрите. Вот, где вы, где мы чеченцы. У нас такого нет. У нас чисто чеченские фамилии. У вас что? Непонятно, это казахская фамилия, это русская, это осетинская, грузинская, непонятно, вот какие-то странные фамилии, и это нормально, конечно, нормально, это же вы, вам можно все,
вам можно и продаваться оптом, и розницу, и можно предавать своих вот это. Вот вам не стыдно, товарищи ингуши, вот этот ликвидация Ауского района, вот это память даты, вы едете, это Дагестан, чтобы назло чеченцам, чтобы Аус вот этими дагестанцами, вы физически, этих торжествах участвуете. А потом говорит, нет, этот аухцы, акинцы, это не чеченцы, это ингуши. Да, все ингуши. Вот такое, из-за этого мелочей вашей, жалкости вашей, я не знаю, тоже всегда обещаю не так возбуждаться, но как это так, вот это, такие вещи постоянно, вот, и вот вор, он есть вор, если честно. Вот с самого начала он неприличный человек, с самого начала он неискренний, и вот пытается кого-то смухлевать и кого-то обмануть. Если мы были бы такими наивным народом, мы же, наверное, не сохранили свою историю, свое будущее, свое прошлое. Все у чеченцев это мы не пишем историю, как вы, сочинители сказок. А история про нас это все описывает. Это во многих учебниках есть. Если вы там видите Дурзуки, это не про вас, товарищ. Вас тогда и 3 человек не было. Это про чеченцев, чеченских племен, которые были. Чеченцы это тоже про чеченцев. Это их называют, потому что это всегда они, это большой народ еще на Кавказе был. И вот это их, вас там, даже когда вы договор подписывали, там 6 этих тейпов пришло, и вот это подписали. Это же 1000 человек вас тогда не было. И мы же перепись населения тоже можем смотреть, сколько было вас, сколько было у нас. Это про нас все это пишется, про нас это говорится. И вот вы же с Ангушта, вы же даже вот сейчас смотрите и говорите, это наши, это мы. Вы оттуда все. С маленького поселка, в горах. Я не знаю, какое вы отношение имеете теперешней современной Ингушетии, которая воссоздана на землях бывшей Чеченгурской Осетии. Вот этой теперешней Ингушетии вы не имеете никакого отношения. Вот вся ваша Ингушетия осталась в Осетии. И, скорее всего, вот какой-то, как это бывает, осетинская, ингушская Осетия, может, действительно должно было быть так. Потому что все остальное, то, что у вас есть теперешнее, это земли чеченских сообществ, или дружных, вот их землях вы сидите. А свое вы оставили там, за пределами этой границы Ингушетии. И вот если вы кричите громко, на нас пальцы показываете, говорите, что это не ваше, это все наше, мы тоже вам указываем, вы теперешней Ингушетии не имеете никакого отношения. Это вот ваши Ингушетии там. Азоркина, вот этот Балта, а вот этот Ангушт. Вот мы тоже об этом и говорим вам. Об этом мы пытаемся донести до вас. Нужно меньше кричать, меньше возмущаться и своими делами. Знаете, как Трамп это против Зеленского сказал, товарищ, у тебя нет козырей, тебе нечем крить. У вас тоже козырей нет, вам нечем крить. Знаете, Абрек Зелимхан, когда вот этот Шаляпин, он взял плен, вот это в вашем Ариальском ущелье, он не в Джарахе взял его, не в Назране, вы никакого отношения теперь к Ингушетии не имеете. Он туда, там, вот этом вашем, взял это Шаляпина плен.
Вот даже вот такие, это оперный певец великий русский. Вот Грибоедова взять, Лермонтова, Пушкина, Толстого. Просто везде это Хаджи Мурат, этот Валерий. Это очень много вот и произведений, которые даже очень много произведений. И просто они же вас не описывают, они описывают чеченцев. Потом Марьям Галхарова кричит: Ачхаймартан ваш, да? С какого это? Вот, докажите. Покажите хотя бы одного ингуша великого, который вышел из этого Ачхаймартана. Покажите. У вас же есть, вы говорите, ангуш это наше, оттуда мы все вышли. Вы потом пальцы показывают, есть у вас там Идрис Базоркин, их прапрадеды основали этот ангушт, они так говорят. И есть вот этот Ибрагим Дальхигов, их прадеды оттуда вышли. Исаака Зоя, их он сам вышел оттуда. Многие оттуда вышли. Вот, а вы покажите хотя бы одного ингуша, который из Ачхаймартана. Вот мне интересно. Покажите. У вас же нет ни одного. Там ни одного ингуша и не проживает. Вот как это? То, что вы захватили этот малый Чечню, этот Сунжинский район, вот этот Малгобекский район, бывший Псидахский, Галштинский, это, конечно, это наше упущение, но у вас же массово же жили в этом Осетии все, и вы прибежали и поселились в этих северных территориях, которые принадлежали чеченцам. Потом они стали спорными, потому что у вас население, потом в 92 году то же самое, все прибежали из Грозного, 80 тысяч туда, 100 тысяч из вот этой Осетии, конечно. Почему-то вот это интересно, беженцы из Осетии не хотели, мимо проходит мирной Ингушетии, мимо Назрани, всех этих сел, вот хотят селиться только вот в этих чеченских землях. Вот это было странно. Вот так бы хотели вот это Сильноводске войти, также хотели Асиновку вот так же захватить. Хорошо, что сами ингуши, которые там были, не позволили вам туда указали, почему вы мимо прошли Назрани и хотите тут беженцами стать. И вас не допустили. И вот это, знаете, нынешние Ингушетии, мне кажется, товарищи, вы не имеете никакого отношения. Это, можно сказать, благодаря нам, чеченцам, это все. Вот мы создали вас, конечно, на свою голову. И придет, скорее всего, нашим потомкам этот наш неправильный выбор, это им тоже аукнется, потому что вы же не хотите создавать, вы не хотите строить, вы хотите провокации против нас делать. Вот хотите утвердиться на нашем неприязни, вот сторону чеченцев вы неприятно указываете, вот это хотите утвердить. Потом, может быть, русским вам это понравится, конечно, нравится. Русским это очень нравится. Просто они же знают историю, что чеченцы постоянно проблемны, а вот ингуши нет. Ингуши вассалы, вот их агенты. Кураторы знают, какую нитку. Вот и эта истерия, и вот это все. Даже нет смысла говорить про этих ингушей и вот этих великих, которые у меня сегодня тоже, я думаю, давай-ка я посмотрю вот Ибрагима Дельхигова. Это же не просто так, они вот так возникли, не просто так они сейчас бегают по этим площадям и что-то утверждают, что как это в каком-то фильме был. По-моему, бриллианты в руке, не виноваты ли я? Да, мы не виноваты в том, что вы чеченофобы. Нам, это не к нам, это к вашим тонким ингушским душам претензии. Почему у вас вот это, вместо того, чтобы кого-то, в принципе, в наше время, зачем кого-то
ненавидят. Зачем кого-то презирать? Можно же, я не знаю. И чего, вот хотелось бы знать, чего вы хотите. Чего вы хотите. Вот эта пара, это человек 10-20, максимум 100 человек этими делами заняты. Правительственные органы имущества делают вид, что ничего не происходит на вашей земле. Потому что это же против чеченцев, и вот их, или может специально вы направили их гнев против чеченцев, чтобы потом не обсуждали свои насущные проблемы. Вот это же выгодно вам, поэтому вы молчите. И глава вместо того, чтобы сказать, вот если это массово это происходит, массы вашей чиновники, творческая интеллигенция, профессура, все школы, учителя, что-то там нездорово у них вот это чувство этим чеченцам. Вы же с чеченцем не вели никогда войны. Ни один чеченец, ни одного имуща к стенке не поставил и не расстрелял. И какие претензии к нам, вот я не пойму, что мы вам сделали. Наоборот, мы должны, чеченцы, быть на вас злы, мы должны вас ненавидеть, потому что вы такие подлые, такие наглые, бесцеремонные, лицемерные люди. Вот сколько бед от вас нам, нашим дедам, нашим прадедам, вот сколько вы попили кровь, еще это вам недостаточно, вы еще продолжаете какой-то лютой ненависти, отношение к нас, лить это грязь, и вам самим это, от этого как? Вам не тошно? Вам не тошно? Если я сейчас буду называть имена, потом будете бегать, потом будете меня искать. Ну, еще вот я же, а не прячусь. Я где-то, вот, знаете, я, честное слово, вот этот ингушу, который у меня сосед, я хотел просто с ним сесть, разговор, просто с ним снять ролик, вот, что он думает, вот не хочет вступать в дискуссию, не хочет вот это. Вот вы такие, вы знаете, когда это связано с чеченцами, вот вы не хотите дискуссии, вы хотите просто, знаете, потом под закрытыми никами этой гадости строчить, вот это выдумывать в этой сказочке, вот аплодировать вот этим сказочникам, и это у вас устраивает. И вот когда что-то мы говорим, это вас оскорбляет. Должно быть оскорбление то, что вы говорите. То, что вы делаете, это уже оскорбление, это уже позор, клеймо. Никогда вы не сможете это клеймо, если вы его продолжите, вы очень плохо кончите. Это ваша история вам это показывает. Сколько раз вы поднимались и потом падали, да? Вам казалось, что пригодный район ваш, Владикавказ ваш, где он? У вас? 10 километров от вас он находится, чья на территории Осетии. Вот так это. Вы знаете, потом вам показалось, что вы, город Грозный это ваш. Показался. Жили там с нами 70 лет, нас за нос выводили. И где он? Где вы? 100 километров от вас он. И он чей? Вот так это, дорогие мои. Это вам кажется, сейчас вам кажется, что вы вот этот, наши земли, русский бузуртан, сумасшедший, это городской сумасшедший орет, русский бузуртан наш, до Аргуна, наши ингушские земли. Потом это другое, вот этот Руслан Долгиев орет, весь этот Затерч, это наш. Потом это Марьям Ялхароя, Урсма Ачхой Мартан наш. Потом вот это непонятно. А это потом Заурова кричит, истинно, все чеченская культура, это наше. Это мы сперва об этом заявили, а до этого никто не заявлял, до этого нигде об этом не говорилось, не писалось. В Грозненском музее был чеченский исток, с 70-х годов он был там. Оттуда вы сфотографировали, а потом придумали сказку, это какой-то Шукри Дальхигов нашел в московском вот этом рынке, случайно мимо проходил какой-то блокнот, какой-то вот это, и вот вы нашли находку на московском
барахолку в своей истории нашли, вот там оно у вас и находится, барахолки, на базаре, понимаете? Вот это вас очень. И под любую вот это, а потом не надо к нам претензии предъявлять. Вот так, вот так. Представьте наши дела. Два братских народа, такая пропасть между нами возникла из-за черствости душ, из-за эгоизма, из-за, как вам сказать, лицемерие, можно очень громко сказать. Вот. Зависть, из-за черной зависти, вот вы завидуете нам всю свою жизнь. Как будто бы нам это досталось, не знаю, просто свалилось с неба. Чеченцы ни при чем. Просто оно им свалилось, и поэтому они такие успешные, поэтому они такие дерзкие, поэтому их везде уважают, поэтому они везде котируются. Забыли, что мы всю свою жизнь вели эти борьбу за эту свободу. Даже последние 20 лет, 2 чеченские войны, полномасштабных, 2 чеченские войны. Представляете, и то мы это пережили. Каждая чеченская семья это пережила. В моем семье отца, матери не стало из этой войны. Мою мать убили русские. И вот это сколько трагедий, сколько боли у нас еще до сих пор в наших сердцах. И нам, знаете, когда вот люди вот так на нас нападают, на нас оскверняют наши чувства, и что вы ждете, что вы ждете? Я, честное слово, я удивляюсь многих чеченских парней, которые очень грамотны, очень продвинуты. Многие родились в Москве, в Санкт-Петербурге, в Волгограде, Ростове, этих школах учились с русскими, хорошо развит русская речь. Даже у меня есть племянник, который всю свою жизнь родился в городе Санкт-Петербурге, он прожил там в Петербурге всю свою жизнь и имеет под щеками имеет разговаривать, и все вот это, вот эти люди, вот эти молодежь, я их не могу понять, мне это ничего не надо, я живу своей жизнью где-то за границей. Вот вам не стыдно, я обращаюсь к чеченцам, ингушам это уже понятно, это у них нет благоразумия, ничего у них, все уже, они продались. С молотка они проданы, и вот у них нет ничего не осталось человеческого. Но я к вам обращаюсь, к чеченцам, парням, вот эти девушки, вот вам не стыдно так себя вести? Это вам что, это вот вам кажется, вы родились, это просто так, вам от Бога? Нет, это ваши отцы, это ваши деды, прадеды, вот это, в таких невыносимых условиях вам это все создать. Вот почему вы не можете сохранить это? Вас 1,5 миллиона, вот это закнуть этих пачек, вот, что вам стоит? Даже в моем видео вы не хотите лайки ставить, потому что они ваши братья. Интересно, какие они братья. Вот это, вот даже я, непрофессиональный блогер, непрофессиональный историк, просто сижу, вот документы смотрю и вам это рассказываю. Я же не просто так сижу вам рассказываю. Вот не только я, много таких людей непрофессиональных. Нас в КГБ не учили, мы школу КГБ не оканчивали, как эти ингуши. И мы как можем, так и объясняем вам. Мне очень тяжело даже говорить, мне очень сложно выстраивать свою речь, потому что я уже забыл ее. И меня спасает сейчас, что я в детстве 1000 книг прочел, вот это что-то сохранилось в голове, и вот у меня, вот я даже не думал, что я могу вот так часами сидеть, это очень сложно, даже 10 минут поговорить, если откуда-то должно все это идти, какая-то информация должна быть, и мне стыдно, что вы вот так безразличны своей судьбе, своего народа, что вы вот так даже, знаете, хотя бы у вас 1000 человек, вот это 1,5 миллиона в Чечне у вас было бы, они не смели бы нам вот так, это вас, они оскорбляют, это их, вот это, издеваться над нами. Это нормально для вас? Вместо того, что сидеть в ТикТоке, этих социальных сетях, лучше бы вы, не знаю я, хотя бы иногда пишите комментарии,
Да, это кажется резко, да, это мы, если могли бы, мы говорили бы на другом языке, это мы уже шагнули этот рубеж, уже мы перешагнули вот это красивые, хорошие слова говорить, потому что это они уже с 2018 года, они бегают, и сейчас у них очень большой прогресс, членофобы. Вы сидите, это все проглатываете, все нормально, еще вы им аплодируете, вам это нравится, это ваши братья. Интересно, у вас 1,5 миллиона, вам не хватает своих братьев, вам нужно искать их за пределами. Я, честно слово, я хотел бы, мне важно, ингуш, осетин, дагестан, какой-то искреннего друга, хотелось бы. Рядом со мной кто-то жил тоже. Я же не против них, я против вот этого, ихнего вот этого мракобесия. Разве можно вот так жить? Разве можно вот так утверждаться на несчастье других людей? Вот это как? Это как? Вам стыдно должно быть, чеченцы. Вот вы такие малкотелые. Вот сесть, вот я простой парень. Простой, вот я родился в Чечне-Ингушетии, я к вам никакого отношения не имею, и то я стараюсь что-то сделать. А вы сидите такие миролюбивые, как эти ингуши, вам это все нравится? Нет, это наши чеченцы, это мы должны, это ингуши, бедные несчастные. Какие бедные несчастные ингуши? Всю свою жизнь они жили в масле, всю свою жизнь шиковали. Это мы, чеченцы, беднейшие, это нас угнетали, это нас убивали. Причем тут ингуши, бедные ингуши, что у них отняли пригородный район. Вот это мне нравится, наших чеченцев, они такие беднейшие. А вам не жалко своих чеченцев, которые это потрепаны войнами, это, не знаю, истязанные души. Короче, я не понимаю, наверное, в жизни, что такое жизнь. Я не знаю, может, это так и должно быть, может, это правильно, я не знаю. Вот таким черствым, равнодушием смотреть на это и ничего не делать. Нет, я не хочу там участвовать, я не такой, я это сякой. Да, вы когда какой-то подонок что-то пишет, я заметил, некоторые мне защищают, и вот это что-то пишет, это как, и вот странно, странно, очень странные вещи. Вот, да, поэтому они и смеются, и нам указывают на наши недостатки. Но у нас недостаток только один, что мы искренние люди, мы честные люди, мы добропорядочные люди. Вот это наш недостаток. Мы же не можем, как они, это все придумывать, все это гладко рассказывать. Вот у нас вот так. Поэтому, когда ты лжешь, ты можешь красиво, у тебя нет ни рамок, ничего. И я же должен не просто так говорить, я должен что-то, не знаю, ссылаться на какие-то документы, на какие-то бумаги. Вот этим они пользуются, все против нас оборудовано. Все наши истории, вот они сейчас кричат, Лаудаю, Маудаю, везде они бегают, какие-то, это все наши истории чеченские, которые монографии написала. Вот эта женщина, которая написала монографию, это у них на сайте ингушей. На первой странице стоит эта монография, чтобы против нас, чеченцев, это сделать. И вот это вся свою жизнь, это чеченский историк, знаменитый он, посвятила царской России, и вот она вот все им руки карт отдала, и все вот они, вот имени, ее вот монографии, тысячи сколько-то страниц написала, могла бы 500-600 страниц написать, и этого хлам туда. Все она собрала, чтобы им было легче, удобно нас оклеветать, на нас лить грязь. Все чеченцы это делают, это сами они, вот, дешерье, не дешерье, вот все это, мастите эти филологи, вот это историки, писатели. И вот этот, вот странно, конечно, очень странно. И вот они, вот,
на нашем вот это, что-то мы говорим, вот даже я заметил, вот когда я что-то говорю, хотят это то, что я сказал, обратить против меня. Если я скажу, что я когда-то заикался, это мой личный блог, я же зарплаты на КГБ, я просто искренне рассказываю все это, то, что я увидел, что-то меня зацепило, и вот это, это ты такой, сякой, у тебя голос нет, ты заикаешь, что там только нет. Ну, вот они же вот смотрят, что я что-то скажу, где-то я учился, вот у тебя образование вот такое, райцентр. Я говорю, что я родился в райцентре. Вот они, вот так эти методы КГБ, знаете, это человек сам, вот они даже, они придумают, просто сидят, внимательно слушают, и вот против тебя любую информацию против тебя оборот. А мне не стыдно. Знаете, вы наркоманы, проститутки, вы мне стыдны никогда. Вот я на ваше вот это буду указывать и все. Я не говорю имена, это... Вы чё? Когда вы вот так говорят, вы обижаетесь. А вести себя нужно стараться прилично. Вот тогда не будет никто ничего вам указывать, никто ничего показывать. Мы же не сегодня родились. Перед вами вот этот вид Нью-Йорка. И это тот раз я последнее видео был одна сторона, Хадсон Яр, а сейчас я Empire State Building, вот это сзади черного здания, видите, Empire State Building. Я тоже самый последний этаж. Так повезло мне с этой гостиной. Короче, это тот же самый гостиница Нью-Йоркер, так как я в Нью-Йорке 14 раз уже побыл, и мне вот так гостиница, это Нью-Йоркер любитель поселяться, это первая гостиница небоскреб в Нью-Йорке, в 30-х годах его построили, и вот такой вид, это Бродвей. Бродвей, Empire State Building, вот эту сторону Бродвея, это восточная часть Нью-Йорка, Манхэттена, и вот короче, заплатил бы $2100 заплатил, евро я заплатил, чтобы вот такой вид, несколько дней пробыть, там шикарный вид. И, короче, меня поселили напротив какой-то стена. Я такой злой пришел, они испугались, и меня поместили люкс. Там 3 комнаты было, огромный балкон и самый последний этаж. Представляете? И вот это я просыпался, вот этот Empire State Building, с кровати я просыпаюсь, вот такой вид у меня. Очень шикарный вид. Кто в Нью-Йорке не был, конечно, это не так впечатляет, но вот знаете, очень. Если я заплатил бы деньги, и мне не получилось бы имя, вот они не стараются такие видео, но там другая сторона, и вот вы не целую картину вы не видите красоту, я просто одну сторону вот так поставил камеру, и вообще ночью был как красиво, ужас. У меня ночной там тоже ролики есть, ну, мало просмотров. Я бы вот так, любитель говорить, не политические темы, не исторические, вот что-то такое рассказать, вот это все. Ну, к сожалению, сейчас, после моих этих дебатов с этими соседями, сейчас не смогу снова обратно это путешествие, потому что они будут постоянно что-то там, уже, как сказать, обратной дороги нет. Ну, хотелось бы, конечно, чем говорит, все равно, это какие бы они ни были, они наши соседи, и нужно относиться друг к другу уважением, мне кажется, это очень просто. Это, знаешь, если ты не любишь, это оставь при себе. Не надо об этом вот показывать, даже если ты чеченофоб. Вот меня удивляет этих мужчин, что они с радостью, с гордостью об этом заявляют и вот стараются показать нам, чего они хотят, какой реакции от нас, тут тоже непонятно. Представляете, вот так обнаглеть, вот когда нужно было, вас в 92-й год вас что-то не было видно.
ваш Бебулат Богатырев бегал истерики в Грозном, он не знал, что делать. Потом сразу сориентировался и сказал: ингуши, давайте, когда войска придут там, и с этим войсками мы придем, захватим чеченские земли Малгобекского района и Сунжского района. Вот так вы и сделали. 10 ноября вошли русскими войсками в Чеченскую республику и захватили северную его часть. Вот это, русскими войсками. Еще вошли в Северноводск. Асенька войска вошли в Северноводск. Асенька, где вся население чеченское. И русские солдаты, вы куда пришли? Они говорят, это ингуши нам сказали, что это их территория. Вот так плакались, о, ингуш, Осетине вас это. Назрань еще трупы ваших ингушей еще не похоронены, а вы с этими русскими, которые вас убивали, вы пришли захватывать Чечню. Вот такие вы миролюбивые люди, вот такие вы хорошие соседи. Мы это знаем, мы же об этом не говорим, только сейчас мы начали об этом говорить, потому что ваши рты не умолкают ни на одну минуту. Мы же тоже не идиоты, мы же должны отвечать. Если человек что-то хочет сказать, еще прямо говорит, и мы отвечаем. Да, это вам нравится, не нравится. Хотите утверждать, что проституток нет у вас, или наркомана у вас нет? Есть, везде они. Политические или сами по своему выбору, это не будем разбираться, это не наша прерогатива. Но порядочный человек так себя не ведет. Это сумасшедший домохозяйка, который без конца не умолкает. Посмотрите на одну Чечне, ни одна женщина, там профессора, все есть, женщины, кандидаты исторических, доктора наук, экономии, все есть у нас в Чечне. Ни один человек, ни одна женщина не выступает против вас, товарищи мужчины. Ничего не сказал, только про свое. Сколько у нас историков, вот это то же самое. А ваши эти комсомолки, красавицы, как сумасшедшие, это же, как это, Леля Гагиева, это Танзила Чапиева, Танзила Дзаура, Марьям Ялхарова. Их очень много, очень много. Все такие бойкие, такие первый фронт ваш. Да, печально, это очень печально. Слушайте, честь женщины, вот вы потом бегаете и защищаете честь этих женщин. Вот они должны сами себя защищать, их мужья, их братья, их отцы. Это, если ты женщина, ты должна знать свое место. Ты домохозяйка, ты хорошая жена, хорошая сестра, хорошая дочь. Вот это вся твоя учебная степень. Вот это ты создана для семейного очага. Вот когда ты в семейном очаге, в своем семье, ты защищена. Никто не будет тебя трогать, никто не будет посягать на тебя. Но если ты на общественное пространство уходишь и начинаешь от того, что ты женщина, ты как бы защищена, и вот начинаешь безнаказанно. Почему-то молодые ингушские парни так не орут, как вы, так не утверждаются, так не пасуют вот эти вещи, пасуют. Как в футболе, это игра две ворота. Если ты открыл рот, товарищ комсомолка, тебе прилетит, знаешь, прилетит, не важно кто ты. Мы на пол не смотрим, мы смотрим по действиям, понимаете? И если ты общественное пространство вышла, вот мне сколько угрозы это Танзила Чапиева пришло. Я потом, я ей говорю, в горах, она стоит этим Русланом Долгиевым, эти 12 стульев она пришла рассказывать. Остап Бердner тоже имел 12 стульев. Вот, интересное сравнение, да? Вот откуда они? Скажите, из таких историй придумали. 12 стульев, тут был общественный совет ингушей, которые восседали. Вот она стоит, камера, скорее всего, на штативе, рядом никого нету, молодая девушка и молодой парень в горах Тхабавирди.
где Хабаверде, высоко в горах. Я просто указал на это. Я что? Я посягаю на честь. Очень странно. Точно так же наша чеченская Раиса Садаева, по-моему, Садаева, она, да, на телевидении Чечни, Грозно. Вот она тоже уходит. Когда она приходит брать репортаж, видно 3-4 мужчины. 4-5 посторонних людей видно. Целая толпа. И вот это понятно. А тут только 2 персонажа. И камера стоит, где-то там стоит. Или это человек держит, или его поставили на штатив, непонятно. И на одной машине не приехал, на 2 машинах приехал. Может, это Танзил Чабио сопровождал какой-то родственник. И мы не видим, просто я это не вижу, я поэтому говорю. Вот когда вот это Раиса Садаева берет в горах интервью вот этого Яхьяева, вот это, который строит эти дороги, видно 3-4 машины там. Очень много людей сопровождает. Это, да, она тоже точно такая же женщина, девушка, ну, приехал целая свита, а тут не видно. Поэтому я и просто, это что, им можно все говорить, придумать, а я не могу вот указать вот такой нестыковку, я не вижу постороннего человека рядом. Вот так я и сказал. Конечно, если ты там не поехала лгать, придумывать сказки, 12 стульев, Остапа Бендер, вот я бы не высказал свое мнение. Это вот так, понимаете? Это вот так. И потом, кто заставляет Танзилу Заурову, ученицы Ибрагима Дальхигова, это тоже Танзил Чабио, тоже сам ученица вот этой Ибрагима Дальхигова, Грозница, который всю свою жизнь там провел. И вот этот утверждать, что Ачхамартан ингушский, вот с каких документов она это взяла, кто ей сказал. И потом я говорю, хорошо, ты так поступаешь с нами, чеченцы, вот я поступлю с тобой точно так же. Сказал, ты похотительница чеченской ковровой, выпустил ролик. И то я не все высказал, просто я поверхностно, потому что я знаю, что ведь начнут потом бегать, защищать ее честь. Вот это кто вам, сестры ваши? За своих сестер защищаете честь. Вот общественном пространстве, на Ютубе, в ТикТоке, вы, это ингушское, мы будем защищать его честь. И угрожаете мне. И другим людям, скорее всего, также угрожаете. И вот этими ищут даже. Этот парень поместил объявление. Там, кто знает этого человека, там, он живет вот там. Ищет меня. Что, типа, он задел честь Танзила Чабио, какой-то кусочек ролика там еще. И там я часовой снимаю, конечно, там полминутный фрагмент взял, где я, а до этого, что я сказал, после этого, что я сказал, это же не просто так я говорю, я вот так указываю. Я свободный человек, что хочу, то говорю. Не вам указывать, что мне говорить, что не говорить, каких правил придерживаться. Поэтому и горит у вас у всех, что ее так на вас наезды. Вдруг проснулись и поняли, что футбол это игра в 2 ворота. Не только вы можете что-то говорить, мы можем тоже вам отвечать, конечно. Мы не преследуем никаких целей. У нас нет задачи оскорбить вас, задеть вашу честь. Это если это вам это задевает, это вас оскорбляет, это ваше личное дело. Тогда не надо выступать и орать на этих площадях. Не надо придумать, сказать, не надо в сторону чеченцев что-то говорить. Это прямо говорить, или вы заулированно там какой-то намеком, какой-то насмешкой это скажете. Это да, ваши тупые ингуши это не понимают, которые бегают по этим тиктокам на этих голых баб смотреть. Вот мы, порядочные взрослые люди, это понимаем. А что вы хотите нам сказать? Ваши насмешки, только зря вы это так делаете.
сперва на зеркало, на себя посмотрите, за свой хвост, а потом что-то говорите в сторону других людей. Бедные это осетины. Я теперь понимаю, в каком они ужасе, в каком они кошмаре жили все эти года. Я тоже искренне думаю, что это бедные ингуши, как их осетины терроризуют. Оказывается, наоборот, это все. Это они, то, что их царский генерал Базоркин добился каких-то вот этих привилегий, территория, это село называлось Зоркино, вот это какие-то преференции вам дали, это не знаешь, даже вы, может, там и родились, многие ингуши, чеченцы родились в Москве, это не знаешь, что Москва их город, вы представляете? И вот это так, и бедные эти осетины, сколько натерпелся от вас. Вот это со мной этот парень, который чеченцы мне пожалел, я его пустил, у меня огромная квартира была, и комнату я ему отдал, чтобы он пожил. Вот он рассказывает, я не верил, ты чё? Все эти, не верил, что вот жалею, что я многие вещи, они расспросил подробно, чтобы мне, у него же есть связи, он же это варится, он бы мне, скорее всего, многое объяснил. Я понимал бы ваши вот эти лицемерие, и, к сожалению, я тогда был очарован вами, товарищ. И вас я искренне жалею, и теперь же жалею. И дай Бог кому-то вот это, в таких стесненных обстоятельствах жить всю жизнь. Вот они боятся, что их отнимут, поэтому они контрнаступление делают. Они боятся, что их выгонят с Малгобекской. Они же знают, что это чеченские земли. Даже не Галштинский, этот Псидаскарь, он бывший малый Чечня, который второй Кавказского не им остался. Все они знают, что это чеченский земли, и поэтому боятся этого. И вот придумывают эти сказки, эту историю выдумывают. И страшно потом они просыпаются, что их у них отнимут. Вот какой-то есть вот этот страх у них, что у них это отнимут. Так как история показывала, что у них они ведут себя неправильно, у них они лишался этого. И вот сейчас их животный страх у них лишиться того, что уже есть. И вот они вот это, вот, потому что живут на этих чеченских землях, и вот кошмарным сне просыпаются и боятся, что их отнимут. Вот никто вас не отнимет. Вот уже мы забыли. Даже я многие вещи бы не утверждал бы, если вы свои рты прикрыли бы. От того, что вы, вот я вам отвечаю. Многие чеченцы вот так будут отвечать. Мы же не виноваты в ваших страданиях, в ваших бедах. Это вы сами себе роете эту яму. Мы вам указываем, мы вам говорим, что так делать нельзя. Это не принято так. Нужно как-то по-другому себя вести, скромно. Скромность всегда украшает человека, честно. Украшает человека скромность. И как вам, вот так я не знаю, как вам живет в этом страхе. Вас можно, конечно, понять, но, знаете, это психиатрия, это психиатрия. Если вы так боитесь лечиться, зачем тогда врать, зачем нас позорить? Вот это я не пойму. Вас же это никто не отнимает, вам же это оставили, вас пожалели, как братьев. И вместо того, чтобы сказать спасибо, вот вы, благодарность вот у вас такая, неблагодарные люди вы. Вот поэтому вас... КГБ знал, кто вы такие, и этот император, русский царизм знали, кто вы такие. Поэтому вот из 50 народов Кавказа они нашли вас почему-то. Вот 50 народов Северного Кавказа, которые малочисленны, как вы, большие, малые. Вот именно вас они нашли, именно с вами они заключили этот договор о мире, это кушка какая-то. И вот именно вас вот они притягнули к себе. Вот это же тоже говорит о чем-то. Это же не просто так. Это же не просто так. И вот это.
Не позорьтесь. Мой вам совет, не позорьтесь. Это просто в документе все лежат. Вот если вы, я это просто разговором вот так с вами говорю. А так, если документально, мы эти документы, мы биографии всех ваших этих деятелей у нас есть, все есть. Мы, благо вы сами это все рассказываете. Потом думаю, что вы эту конторку тоже прикроете, чтобы мы не могли. Вот то, что как вы поступаете, мы тоже должны, вот, скорее всего, вот, читать ваши эти биографии, у вас лицом грязь вот, кнут, пробыли ваши. Такое дела, такие дела. Ну, давайте будем завершать, я уже устал говорить. Я это всегда говорю, потому что, не знаю я, это так утомительно, это так напрягает. Вы даже не можете себя представить, как это сложно, вот так говорить. Это как это, представляете, какой-то осадочек оставляет Java, не знаю я. А самим это как, вот это я не пойму. Даже я ни при чем, просто им указаны их вот эти несправедливости. И вот я сам как будто бы замазался этой грязью. И вот как им жить этим, вот это удивляет меня. Наверное, безнравственные люди. Поэтому я не утверждаю, что все мужчины такие. Нет. Просто я не могу делить хороших и плохих. Знаете, если это были бы французы, я сказал бы, что французы. Если это американцы, сказал бы американцы. Так как они от имени Ингушетии, от имени Республики Ингушетия выступают, от вашего имени, от вашего народа, вот мы говорим ингуши. Это кучка людей, которые почему-то захватила эту власть. Не власть, а вот этот, как бы власть-то у них другая. Это намного порядочные люди там сидят, чем вот эти выскочки из Грузного, из Аргентины, которые бежали. Когда им было хорошо, они жили там, гуляли, веселились. А когда задницу припекло, сразу Назрань какая. Но Назрань маленькая территория. Она не может совместить себе сколько предателей, сколько вот этих провокаторов. Она не предназначена для таких масштабов. Да, в Грозном вы бы растворились бы. В Москве, Петербурге, ну, Назрань же маленькие участки земли. Ну, вот такие дела. Ну, как вам? Это я просто тоже, можно сказать, итальянская забастовочка, просто не говоря прямо о людях, вот я решил призвать вас совесть. Не знаю, получится мне это, не получится. Не надо обижаться на мои слова. Я такой человек, честно слово, я не желаю никому плохого. Русским, не русским. Вот хочу, чтобы все жили мирно. Но так как некоторые люди не знают свое место, и нам просто мы указываем им, где их место. Вот такие дела. Давайте попрощаемся с вами. С вами был Одинокий Джейсон. Попытался очередной раз немножко поговорить с вами. Не знаю, получилось, не получилось, потому что это очень сложно. 1000 мыслей в голове. И как правильно подобрать ключ нужной информации тоже очень сложно, потому что я же все это спонтанно, все это по ходу лайф, я не могу все это, есть много проколов, я их не могу убрать, смонтировать и вам красивую картинку показать. Но какой я есть, такой и есть, что мне сделаешь? Вот чем мы отличаемся от них. Мы порядочности, благоразумием, честью, достоинством. Вот они выдумывают себе эти воздушные замки, знаете, потом очень больно будет падать с них. Напридумаешь, что они самые великие, самые вот это, потом оказывается кот в мешке, голая задница, и нечем крыть, не будет козырей.
Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.